У нас как примар меняется, сразу начинает рынок. Помните, Таушамжи так был, у Дудоглу было, но Дудоглу, надо признаться, вовремя изучил законодательство, больше не лез в рынок, так как работа там налажена, идет, все налоги оплачиваются. Сегодняшняя примария ни разу нас не приглашала, ни разу с нами даже не советовалась. Какие-то игры идут непонятные. Я вчера послушал гагаузское радио, где примар или обманывает людей, или просто не знает, что делается и все. По-моему, даже в другом измерении, наверное, живет. Он вчера высказал, что все рынки по республике принадлежат примарии только в Камрате Коопу. Это вранье, которое или человек вообще не знает ничего. Все рынки в республике принадлежат потребкооперации, кроме рынков, которым принадлежат примарии Кагул, Аргеев, Бельцы и Кишинев. И раньше было еще Тирасполь и Бендеры, которые были в составе Молдовы, тогда не было еще Приднестровья. Это давно вопрос уже оскомина. Еще даже в 1998 году к этому вопросу возвращался Конституционный суд, который признал конституционным постановление правительства Республики Молдова, где написано: рынки Молдкопа, находящиеся в районных центрах, поселка городской типа села, не могут быть приватизированы или переданы государственным или другим структурам без согласия собственника. А примарии городов Бендеры, Бельц, Кагул, Кишинев, Аргеев, Тирасполь государственное имущество находится в ведении примарий этих городов. То есть это говорит о том, что рынок был кооперативный, есть и будет. Кто бы ни пришел, примары приходят, уходят, рынок был кооперативный, мы считаем, так и будет. Что касается земли. Согласно законодательству Республики Молдова, есть и закон Гагаузии. Вот, закон Гагаузии читаю, статья 89. Земли, переданные в пользование потребкооперации и их кооперативным предприятиям, сохраняют свой правовой режим на весь срок их существования. За пользование землей оплачивается налог. Точка. По просьбе организации земли могут приобретаться ими в преимущественном порядке. Земли, находящиеся в пользовании, это не аренда, в пользовании организации потребкоопераций и кооперативных предприятий, не могут отчуждаться физическим или юридическим лицом без письменного согласия организации потребкоопераций. То есть мы законно сегодня пользуемся этой землей, там находится имущество потребкооперации, которое есть. А примария о чем не говорит, она у нас на балансе. Мы сделали специальные оценки, есть мощение, то есть асфальт, ворота, ограждение, электроэнергия подана, офис наш и так далее. Собственность в пределах 2 миллионов лей. Мы что, должны сейчас, да, земля примарийская, должны сейчас забрать асфальт, все уйти, чтобы примария открыла там что-то непонятное? Лет 10 назад мы хотели рынок благоустроить. Готовы были даже кредит, Финкомбанк готов был нас профинансировать, но люди сами, торгующие, начали возмущаться. Почему? Это надо людей на 3-6 месяцев минимум попросить с рынка уйти, так как будет строительство. Раз. Сегодня торгующих только потребкооперации, это рынок, который там территория 0,5 гектара, 500 человек. Если мы построим павильоны, или кто-то другой, к примеру, из 500 останется 250 торгующих. Куда деть остальных людей? Тем более, там можно 3 павильона строить, 3 павильона, и с выводом, если канализация аж до АТБ-3 туда, другое место некуда, это обойдется в пределах 6-10 миллионов лей. А потом, кто вложит в это деньги, кооперация, примария и так далее, надо у людей снимать. То есть уже не будет арендная плата такая, которая есть. Который торгуешь сегодня на рынке, не в состоянии платить. Нет торговли, у нас нет покупателей, нет людей. Откуда у этих людей можно сегодня больше брать? Я не знаю, в примарии как считают, умеет ли там считать. В прошлом году этот рыночный сбор был 32 лея с квадратного метра. Это нас устраивало, все, мы были в состоянии это платить, 32 лея с квадратного метра. В этом году нам уменьшили, сделали не 32, 15 лей за квадратный метр. Вроде бы сами говорят, мы мало платим, хотят больше, и сами нам снижают налог. Спрашивается, к чему это? Как это можно разъяснить? Или это кто-то готовит под себя взять в частные руки этот рынок? Мы так понимаем. По просьбе бывшего примара мы заключили договор аренды.
Он сослался, что его прокуратура проверяет и трактует закон по-другому и так далее. И все. Мы тогда посчитали, что мы в состоянии еще 10 125 лет дополнительно оплачивать примарии. И мы заключили этот договор, который в этом году должен заканчиваться. Примария не хочет продлевать, а мы без договора аренды будем работать дальше. Потому что закон о потребкооперации это предусмотрено. Я хочу обратиться всем торгующим на рынке. Не слушайте пустослов. Работайте, торгуйте, привозите товар, где-то удешевляйте разные акции, что у вас был доход для семьи, для оплаты всех услуг, которые существуют на рынке. Никаких павильонов мебельных или других на рынке они не построят, потому что больше половины вас останутся на улице.